Кабул. Тысячи людей вышли на демонстрацию в афганской столице, требуя справедливого наказания убийцам женщины, забитой насмерть толпой 19 марта. На второй день протестов члены политических партий и групп гражданского общества требуют наказания для всех, кто участвовал в убийстве Фархунды, 27-летней религиозной студентки. Напавшие на Фархунду обвинили ее в сожжении Корана, но, по словам полицейских, нет никаких доказательств этого ее поступка. Киргизстан отметил десятилетие так называемой революции тюльпанов, которая вынудила бывшего президента Аскара Акаева отказаться от власти. Ученые и политики встретились на конференции в Бишкеке, чтобы обсудить причины и последствия революции, а также последующей революции, которая свергла преемника Акаева в 2010-м. Ереван. В столице Армении занятые и уволенные сотрудники химического завода возобновили свои протесты с требованием невыплаченной им заработной платы. Протестующие огласили открытое письмо к государственному обвинителю, обвиняя руководство компании в хищении денег, которые должны были пойти на заработную плату работников. Химический завод «Наирит», почти полностью прекративший свою деятельность, задолжал, как полагают, около 15 миллионов долларов. Некоторые работники не получали зарплату в течение 2 лет.